Дорогие друзья, всем привет! Я нахожусь в Усть-Коломский район, Коткоровский район. Вот, а это мост, вот река Понанью. И будем впервые, конечно, порыбачим. Что-нибудь тут есть? Рыба какие-то. А первое я вам вот так снимаю. Вот река истекает. Это выходит, речка выходит, река Вычегда. А это название речка Понанью. А течет вода, выходит река Вычегда, Коткоровский район. Ну и, конечно, будем сперва на этом месте порыбачить. Ну, посмотрим. Дорогие друзья. Ну и, конечно, сейчас поснимаю хотя бы немножко. Я буду тут спускаться вниз. Наперво поснимаю мост. И другую сторону тоже поснимаю. Вот. Вот такой речка стала. Немножко уже вода осталась, но не очень. Но посмотрим, как будет ловиться, ребята. Посмотрим. Сюда я не пойду. Но когда-нибудь поеду вот и тут побываю. Обязательно. Обязательно буду побывать на этом месте. Ну что, ребята, погнали. Тут лестница даже есть. Но это хорошо, что лестница есть. Ну что, попробуем порыбачить. Но первое не тут, конечно, начало. Трава, конечно, сорняки слишком высокие. А сегодня по календарю 15 июля 2024 года. Вот видите, как прекрасная темная вода. Ну, конечно, начало будем порыбачить. Но пойду еще дальше. Вот такие растут какие-то. Но название я могу назвать. Дорогие друзья, сейчас спускаемся вниз. Может тут... Опа! О, как красиво! Я думаю, что тут может хариус бывает. А вот тут уже очень много топляк, деревья сухие. Удобно тут, наверное. Сейчас посмотрим, порыбачить на этом месте. Вот на этом буду стоять там, вот там. А там буду порыбачить. Ну, посмотрим. И скажу вам сразу, всем приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее, чай, печеньем. И смотрите до конца. Будет интересно. Дорогие друзья, вот на этом месте, конечно, хотел порыбачить, но тут не очень глубоко. И тут только кальяны такие плавают. Очень много кальяны. Вот. Я в другое место пойду. И посмотрим, как дальше. Я вот впервые тут побывал. Представляете, впервые. Но хорошее место, конечно. А тут тоже вот не очень глубоко.
И вот так выглядит. Смотрите, можно даже пешком идти прямо на речку. Вот идем пешком. И очень много гальяны плавают, очень много мелкие. Вот. Ну, посмотрим дальше. Может там, я думаю, что чем дальше пойдешь, тем глубже будет. Это 100%. Я, конечно, по карте посмотрел, там ширина даже больше и глубина, где выход, эта речка выходит на река Вычегда, там уже чуть больше ширина будет. Но посмотрим, пешком идти сюда, вот так, пойдем пешком. Нет проблем, так вот. А в лесу, конечно, можно идти по лесам, но удочка длинная и неудобно. Ну вот и видите, как выглядит. Просто замечательно, так вот. Это я впервые побывал. Тут следы лось. Это следы лось. О. Недавно побывал след лось. Вот. Тут еще тоже лось. Воду пил, наверное, по-моему. Вот. Вот видите, это лось. Лось следы. Вот. Это недавно была она. Даже свежая, видите? Песок выбросил, видите, вперед. Это свежая. Недавно, может сегодня ночью, а может сегодня утром. Ну что, ребята, дальше пойдем. Дорогие друзья, немножко вам про совет дам, чтобы нас не комары кусали. Вот полотенце, но не очень большая, маленькое полотенце. Она мокрая, промокла, вот речка, и сейчас она промокла, и поставим муравейное гнездо наверху. И несколько минут вот так подержим. Вот так поставим. Пусть ходят больше муравей. Вот видите, сколько стало муравей. Пусть свои моча или что-нибудь оставляют, свой запах. Ну, название не знаю, но брызгают или своим следы оставляют. И посмотрим, что будет. Пусть немножко ходят больше, на несколько минут. А я могу порыбачить, конечно, на этом месте. Посмотрим, тут порыбачить. Тут, конечно, немножко глубина, немножко. А там уже земля видно отсюда. Посмотрим. А если нет, дальше пойдем. Так, дорогие друзья, тут даже брусника появились, вот. Зеленые брусника пока. Они еще зеленые. Сегодня 15 июля, значит, в августе брусника будут, наверное. Но посмотрим. Сейчас, ну что, сейчас собираем. И все, чтобы муравей ни одного не осталось, все надо
А так. Чтобы ни одного муравья не осталось. А то могут тебя укусить. Кусаются муравьи, конечно. Но они огромные, конечно. И наденем на голову. Или можно на шею поставить. Но я надену на голову, конечно. Смотрим, как будет действовать. Посмотрим, как будет действовать. Комары нападают или нет. Посмотрим. А зато не жарко. Полотенце мокрое, сырое и приятно. Ну, посмотрим. А я пойду порыбачить. Ну, дорогие друзья, вот такой маленький елец поймал. Сейчас будем побыстрее отпускать. Так вот. Долго не будем держать. Ну, не дергайся. Ну вот. Сейчас отпускаем. Пожелай мне удачи, елец. Пожелай мне удачи. Исполняй мне желание. Чтобы побольше половить. Пока. Вот. Вот на этом месте поймал. Видишь? А не очень удобно удочкой рыбачить, потому что деревья все на берегу, вот видишь, наклонялся, вот сухой дерево, убитый дерево, он уже все убитый. Рядом береза тоже мешает. И там топляки, и под водой даже топляки. Вот видишь деревья, вот видишь на дне. Тоже неудобно. По всему, вот там тоже. Но вообще неудобно рыбачить. А вот там дальше удобно, конечно, там. А там вообще вода очень, не очень глубоко. Где-то 20 сантиметров вода, глубина. А дальше уже нет. А тут только немножко глубина большая. Тут немножко. Вот. И тут, конечно, ловится мелкий елец. Вот только что я ловил. Вот. И вот я вот так выгляжу. Но немножко комары кусаются. Где-то вот на лицо кусаются. И на руках. Вот. Но на руках, конечно, промокло. Вот так стираем, чтобы не укусил комары. Но все-таки все равно кусаются. Все равно. Но все-таки прохладно. Это да, приятно. Сырость, прохладно. Вот. Он промок, вот, полотенце. И во. И тут в лесу не жарко. А сегодня, говорят, самая высокая температура будет. Плюс 30 градусов температура сегодня будет. А в лесу все-таки прохладно. Во. Ну что, погнали дальше. Я тут побывал, порыбачил, но нет рыбы. Мелкие, вот такие. Но гольяны есть, очень много гольяны. Так, ребята, дальше преодолеваем, дальше испытываем, идем пешком, потому что, видишь, речка не очень глубокая, и вот тут даже деревья разваленные. Вообще ужасно. О, смотрите. Это что, речка, что ли, называется? Нет. Это какой-то... Тут ураган был, наверное. Какой-то монстр
все развалил. Великан, по-моему, тут разбушевался. Наверное. Я так думаю. Но это все вот когда вода большая будет, вот еще проваливается. Вот, деревья. И вот и так и остается навсегда. 100 лет. 100 лет будет вот так лежать. Ну что, ребята, надо рыбачить. Сегодня мало ловил, но посмотрим дальше. Ну что, дальше пойдем. Пока ничего не смогу ловить, потому что тут очень много деревьев проваленные. Это уже беда. Вот сосна, даже вот свежий сосна, вот это в этом году провалился. Молния ударила, по-моему. Ох, ребята, как много клубника. Ой, земляничная. Земляничная, видишь, какая красная. Сладкая, вкусная, лесная, земляничная. Попробуем. Попробуем. О, это самая вкусная. О, видишь, какая. О, местами. Так, ребята, я одну поймал, вот она по берегам. О, не успел поднять, конечно, вот она, Сейчас побыстрее опускаем. Вот она, красавица. Ну вот и все, отпускаем обратно. Все. Ну вот тут, конечно, значит, есть немножко глубина есть. Вот там островчик, и тут немножко глубина, но даже вижу топляки. Вот видите деревья. Вот видите, все видно даже на дне вода. И коряги даже. Даже деревья растут даже, вот видите, ветки даже есть.
Дорогие друзья, вот на этом месте, я думаю, что половим. Видишь, какая она круглая. И я думаю, что немножко глубина даже есть. Представляете? А там дальше уже опять топляки, деревья проваленные. Я думаю, что вот тут, я думаю, что может поймаем крупный елец или хариус. Но это все равно будем отпускать. Я пока тут порыбачу, вот на этом месте. Там тоже глубина нормальная, глубина. Там много раз хватает и отпускает. Но не очень клюет, но все-таки есть. Попробую сейчас вот тут порыбачить, потом там порыбачим. Ребята, плотва. О, красные глаза. Вот. Это плотва. Елец.
чай будем пить. О. 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 А время сколько уже? Я тут прибыл с утра. С утра прибыл. 8 часов было. Туда прибыл. Мост. Речка Пананью. А сейчас время уже 10:30. Ну, это хорошо. Главное, что у меня тут не жарко. Тень. Вот. В лесу все так и прохладно. В лесу. А, а на поле жарко. А тут вот. А, а, угощаю. Ко мне приходите, угощаю его. На, на. Это прохладно. Сегодня самый жаркий день будет. До плюс 30 градусов. 30 градусов. Ты представляешь? Это уже невыносимо. А вот отдохнем, можно поспать, поспим. Вот тут можно полежать. Замечательно. Тут есть плотва, елесь и кольяги. Кальяны. Да. Очень много кальяны. Вот такие. Тысячи. Ну и вот впервые вот ловил плотва. Тут плотва, там плотва. И елесь. Но нету крупные. Крупные нет, вот такие нету. Только вот такие. Тут.
Чё? Ну вот, ребята, дальше поднимаемся наверх против течения. Посмотрим, может там найдется крупнее. А откуда мы знаем? Никто не знает. Ну вот, сейчас переходим вот на этом дерево. Нет проблем, так вот. Ну, попробуем переходить на этом речке дерево. Но ломаться, конечно, не ломается. Она еще живая, как кость. Вот и видишь, нет проблем, проходили по дереву. А там больше.
Будь здоров. Ну что, ребята, будем заканчивать. Будем собираться домой. Но это будет продолжение, ребята. Так что впереди будет рыбалка. До зимы еще далеко. Так что побываем везде. Так вот. Все. Ну все, давайте пойдем домой.
Всем пока. Видишь, как красиво. Сейчас вам покажу. Очень много кальяны. Мелкие кальяны, вот смотрите. Видишь, как много кальяны. Гольяны. Видишь, как много. Вот эти ребята гольяны, они растут где-то до 15 сантиметров. А потом они поменяются другими. Но я знаю, с чем они поменяются. Ну, какие-то разными рыбы будут. Они не навсегда будут гольяном. Не надо, не должно.